Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире еженедельное интервью главы Республики Ингушетия Юнусбека Бамангиреевича Евкурова. Юнусбек Бамангиреевич, здравствуйте. Алейкум салам. Эта неделя для нашей республики, как известно, началась с весьма яркого события. В Магасе состоялось торжественное открытие хоккейной академии «Башлам». Как вы оцениваете этот объект и насколько новые возможности повлияют на развитие зимних видов спорта в нашем регионе? Мы уделяем большое внимание спорту, в том числе и развитию зимних видов спорта. Понимаем, что после открытия первого ледового катка тяга молодежи, вообще жителей к льду, к занятиям и коньками, и хоккеем довольно высокая. И родители сами уже чуть ли не становятся хоккеистами, чтобы детей втянуть в это дело. С пониманием этого мы и второй зал открывали в Магасе, чтобы было удобнее и комфортнее. И то, что Вячеслав Фетисов согласился именно филиал своей академии открыть у нас в республике, это тоже такой большой кредит доверия. И я уверен, что те команды, которые у нас сегодня есть, а нам больше и не надо создавать, надо только систему организовать подготовки, отбора, в том числе, чтобы сборная команда была и другие две команды. Чтобы эту систему сейчас наладим, и именно Илья Спицын и в целом Вячеслав Фетисов обещали именно помочь и по расписанию, и по программе обучения хоккеистов, ну и так далее. И не только хоккеистов, вообще, я думаю, что вполне допустимо, что мы там начнем и развивать и конькобежный спорт. Я думаю, что здесь молодежь наша может к этому виду спорта тоже потянуться. Поэтому условия созданы, и уверен, что это хороший старт для того, чтобы в ближайшие 7-10 лет увидеть наших ребят уже как минимум сборной страны по хоккею. Да, вот вы только что сказали, условия созданы. В нашей республике созданы условия практически для всех видов спорта, в том числе и для борьбы, бокса. Накануне, в конце прошлого года, прошел чемпионат по боксу, где наши боксеры показали хорошие результаты. На днях завершился международный чемпионат имени Поддубного, где наши спортсмены тоже показали хорошие результаты, 2 золота и 1 бронза. Вот, как вы считаете, подведите некий итог 2017 в плане спорта и поделитесь планами на 2018? В принципе, то, что мы строим для спорта, для развития спорта, это тоже как в рамках и спортивного направления, в рамках и молодежной политики. Почему? Потому что 95% занимающихся спортом – это молодежь. Это занятость молодежи. И сегодня оправдывает. Почему? Потому что с каждым годом количество медалей разного направления, которые завоевывают наши спортсмены, растет количество. Ну, если берем даже лет 5 назад, их у нас там по году было 200 или 250-270 медалей по году, то в этом году, уже за 2017 год, мы более 700 медалей различных направлений взяли. Наши спортсмены на различных соревнованиях, в том числе международных, и всероссийских, межрегиональных и так далее. Зональные, много-много разных соревнований. Из них больше 300 золотые медали. То есть это хороший рейтинг, хороший показатель, хорошая статистика, вообще даже отличная, можно сказать, статистика в спорте. И то, что наши ребята на таких крупных международных турнирах, турнир Поддубного, если греко-римскую брать, или Ярыгина, вольную борьбу брать, эти турниры, они чуть ли не отборочные на чемпионат России и чемпионат мира. То есть вот там как раз бьются самые-самые сильные. И то, что наши ребята именно Поддубного взяли 2 золота, 1 бронзу, это большой плюс в греко-римской борьбе. Мы, в принципе, понимали, что у нас слабо поставлена работа в вольной борьбе, но в греко-римской у нас там статистически хорошо идет, в том числе понимаю, что у нас есть олимпийский чемпион Назир Манкиев. И такая же картина, если брать турниры по дзюдо, которые проводятся и наши региональные, и всероссийские, и такие известные, как в Санкт-Петербурге, где наш Хасан в своем весе взял 1-е место. И, кстати, он в мировом рейтинге первый
в своем весе, именно 81 килограмма, первый вообще в мировом рейтинге Хасан стоит. Это большой плюс для нашего народа, это большие показатели. Если смотрим рейтинги теннисистов, там идет такая реклама массовая, там, чуть ли не великий, да. Понятно, что в дзюдо таких там реклам нету, но мы сами должны об этом говорить, что вот именно Хасан первый в мире в своем весе. И сама школа дзюдо тоже хорошо идет. И в целом я должен сказать, что по олимпийским видам спорта, те, которые у нас исторически были, они хорошо поставлены, кроме, как я уже говорил, вольной борьбе. Ну, над этим тоже сейчас работаем, как эту ситуацию выправить. Если брать другие виды спорта, не олимпийские, я скажу, что довольно серьезно мы шагнули вперед и по смешанным единоборствам, и по профессиональному боксу, и по другим направлениям. И есть для ребят, для молодежи простор. То есть у них есть простор, у них есть горизонт, они в состоянии сегодня себя проявлять, показывать. Тем более почему такое количество медалей в том числе? Мы в ручном режиме управляем некоторыми процессами, просим, чтобы наши ребята участвовали в различных соревнованиях, а не ждем, пока их пригласят. И через эти количество соревнований ребята нарабатывают опыт, да, получают иногда и по голове, но без этого не бывает. Ну, в целом они в состоянии себя проявлять, показывать, учитывать ошибки, работать над ошибками, перенимать опыт коллег. Очень много это накладно очень. Понятно, что мы из бюджета не можем содержать такие виды спорта. Это все небюджетные источники. И очень много мы проводим сборов, как в регионах России, так и за пределами страны. Поэтому это тоже нарабатывается такой хороший потенциал и опыт. Ну и в этом году, я думаю, что мы пригласим, особенно по хоккею, по ряду других направлений, таких специалистов со стороны, которые будут ставить на крыло именно наших бойцов, наших ребят, наших спортсменов. В продолжении темы спорта в Джарасском районе накануне стартовал очередной чемпионат России по альпинизму в техническом классе. В начале января вы давали поручение министру спорта, насколько мне известно, что по окончании чемпионата не разбирать базовый альплагерь. Хотелось бы узнать, почему, и как вы считаете, каковы перспективы дальнейшего развития и проведения такого рода мероприятий в нашей республике? Мы в этом году добьемся того, чтобы к концу августа, как минимум, уже базовый альплагерь был. Да, он не будет такой совершенный, он точно будет лучше, чем любой какой альплагерь есть. Да? Обычно альплагеря, они там на голом месте просто площадку выделяют, а спортсмены там, или желающие по горам полазить люди, туристы, они размещаются в палатках, там создают свой палаточный городок, ну и так далее. Мы здесь хотим поставить и вагончики, и условия создать, там, ну, такие самые такие спартанские, а потом уже наращивать постепенно, с учетом наличия средств и так далее, наращивать этот потенциал. Поэтому тот альплагерь, который сейчас поставили, он будет стоять до того времени, пока мы не создадим там условия для тех, кто будет приезжать там в любое время года. Скалолазание или альпинизм, он позволяет там в любое время, только под контролем МЧС, работать, лазить по горам и создавать там себе удовольствие для спортсменов. И мы его поставим, это лагерь, он будет стоять, а потом уже по мере надобности некоторые элементы этого лагеря будем брать, тем более это развертывать наши МЧС. Это раз. Второе, сам чемпионат. Мы вышли уже на просторы страны. И если в прошлом году мы провели чемпионат России по вольной борьбе, то в этом году мы проводим чемпионат России по дзюдо среди юниоров, чемпионат России по греко-римской борьбе. То есть это вот у нас вот в ближайшее время чемпионат России по альпинизму скальному по двум составляющим. То есть мы выходим на другие орбиты совершенно. Это тоже говорит о том, что мы состоялись как спортивная республика, спортивный регион страны, и не каждый регион может похвастаться такими достижениями, такими возможностями, такой организацией работы.
Поэтому мы должны это все укреплять, закреплять. Тем более мы понимаем, что по альпинизму, по скальному или по другим классам в стране нет такой площадки, как у нас сейчас сделано. Да, там есть вопросы над, как мы говорили, созданием условий. Вот мы добьем до конца. Ну и то, что мной поставлена задача, если эта гора сама была в советское время названа Гайкомт, под именем или именем одного из или исследователей, или альпинистов, а в народе это зовется как Кязи, потому что с учетом тейпа, который там проживал. Но сегодня нужно выходить уже и в Федерацию альпинизма, и Министерство спорта получило задачу выйти с предложениями и уже изменить название. Почему? Потому что эту гору называют и помнят, и знают альпинисты в мире, там, в том числе и в России тем более, как Гайкомт. Поэтому здесь над этим тоже надо работать, менять надо определенную картотеку, менять надо определенное название. Но это дело такое времени. Но сам альплагер, он тоже будет называться Кязи, и уже изменение самой горы, в каком виде это будет, мы уже там будем уже смотреть с учетом технических вещей, которые должны там, ну, я думаю, не один месяц или даже не один год должны работать там, в масштабах страны там, и в целом изменение картографии. Самое главное, я еще раз повторяю, что мы научились проводить хорошие спортивные мероприятия, представлять республику, и еще, конечно, важнее то, что мы дали уверенность нашим спортсменам в завтрашнем дне. На этой неделе вы также приняли участие в открытии республиканского чемпионата WorldSkills. Как известно, этот проект популяризирует, особенно среди молодежи, рабочие профессии. Как вы считаете, насколько в нашей республике востребованы специалисты среднего звена? Они везде востребованы, не только в нашей республике. И даже не в том, что они должны работать где-то на предприятиях. Я подчеркиваю еще раз, с каждым днем все меньше и меньше таких людей, но надо просто всем понимать правильно, что сегодня рыночная экономика, страна не имеет госпланов и заданий, что все 100% должны там трудоустроены быть. Страна и в целом создает условия для того, чтобы получить профессии. Если у нас среди технического направления, там, как в советское время это было ПТУшного направления, буквально там, если брать 3 года назад, было всего лишь 3000 мест в наших колледжах, то на сегодняшний день это уже 7000. То есть мы нарастили на 4000 больше, понимая то, что необходимо для ребят создать условия. Сегодня наши ребята в наших колледжах осваивают более 80 профессий. Профессии, которые для них там, пригодятся в любом. Если он даже не будет где-то работать, он все равно там, по хозяйству им пригодятся эти профессии. Это токари, сварщики, парикмахеры, кондитеры. Там, и для пацанов, и для девочек, для всех, на всех уровнях. Сегодня я должен сказать, что наши колледжи, ряд колледжей, они могут соревноваться по обеспеченности, по преподаванию, по материально-техническому оснащению, по качеству обучения с любым колледжем страны. Это уж точно. Мы даже вот на этот чемпионат закупили полностью оборудование, совершенно новое, более 27 миллионов потратили на это, чтобы это было все привязано к чемпионату мира. То есть все требования чемпионата мира в этом направлении мы выполнили. И та судейская коллегия, которая приехала, те контролеры, которые приехали целый с регионом России, они очень жестко это отслеживают. Если бы мы это оборудование не купили, мы бы даже не могли бы чемпионат республики провести. А мы сегодня проводим вот такой чемпионат республики, учим. И задача такой, что несколько ребят наших должны выйти уже в сборную страны, поехать на чемпионат России, и попасть в сборную страны в этом виде направлений тоже. Это как раз популяризация вот этих профессий, которые нужны нашим ребятам. И мы здесь выполняем двойную, тройную задачу. Независимо не только от занятости, здесь очень много зависит от самих ребят. Если он в состоянии
мальчик или девочка, они в состоянии там у себя уже дома даже индивидуальное предприятие открывать, то ли это парикмахерское, то ли это кондитерский цех, уже большой плюс. Сварщик там на дому, там, токарь там, и все остальное. То есть это как раз та работа, без которой в селе не обойтись или в жизни вообще не обойтись. И плюс мы даем возможность ребятам не стремиться к высшему образованию, чтобы диплом получить ради диплома, а чтобы на другом уровне, именно на своем уровне, получать профессии и лучше зарабатывать деньги. Почему? Потому что сейчас такие специалисты сегодня на стройках там, или же там, на предприятиях коммерческих, я имею в виду, зарабатывают на порядок больше, чем простой рабочий. Я уже приводил там примеры, если какой-то там строитель, там, каменщик там, получает там, по квадратуре, то электрик там, или сварщик получает там, 2 или 3 раза больше даже на стройке. То есть это вот как раз те профессии, которые позволяют молодому человеку с перспективы даже снимать жилье, женившись, и планировать свое будущее. Потому что он хорошие деньги получает и может там уже что-то планировать в жизни. 25 января мы отмечали День студенчества. Вы поздравили всех студентов нашей республики с этим праздником. Не так давно в ходе расширенного совещания правительства Ингушетии вы поручили осуществлять обязательный контроль за ингушскими студентами, которые проходят обучение в различных вузах страны. С чем связано такое поручение и как оно проводится? Ну, во-первых, еще раз поздравляю наших студентов с Днем студенчества. Вообще это, уже подчеркивал, самые счастливые годы в жизни молодого человека. Это самые запоминающиеся годы. Ну и это те годы, когда человек потом уже может там говорить, вот почему я не учился, или почему я учился, или там. То есть, когда приходится потом сожалеть или радоваться. Поэтому сегодня, чтобы потом не сожалеть, надо, конечно, то время, которое тебе дано, и родителями, и Всевышним, надо использовать максимально. Быть жадным до учебы, до книг, до новых там направлений. И не тратить это время попусту. И в связи с этим переходим на второй вопрос, когда мы говорим о качестве обучения или учебы. Я совершенно там случайно оказался в Академии финансовой в Москве. И когда ректор мне показал свою табличку и нажал кнопку, там ряд ингушских парней показал, которые там не посещают, которые двойки, которые это, я понял, что над ними контроля нет никакого. Да, ряд вузов не дают принципиально данные с учетом там, закона там, или еще чем-то нашему министерству. Или министерство прикрывается этим, что нам ничего не дают. Хотя при личном общении ни один из директоров вуза не отрицает того, что они хотели бы, чтобы помогли. Мы не говорим на всех студентов, но уж точно на студентов, у которых плохое поведение или есть хвосты задолженности. Они должны давать эту информацию, и наше министерство должно работать в этом направлении. Поэтому вот эта задача поставлена, чтобы она была не только по отношению к бюджетникам, но и к любому, кто поступил с республики в другие регионы, вузы, и в нашем тоже, в Ингушском государственном университете. Это позволит нам, по крайней мере, каким-то образом контролировать и дисциплинировать самих студентов, почему? Потому что мы тоже будем привлекать и родителей и так далее. И второе, это все-таки родители тоже не ведают, чем занимаются дети. Отправили и забыли. Чтобы этого тоже не было, чтобы и родители получали ту же информацию, почему ребенок там не сдает, почему не учится, почему не бывает или почему плохо себя ведет. В этом плане. Почему? Потому что нам все-таки надо беречь наш потенциал и делать максимально все для того, чтобы те, которые уже поступили, учились хорошо и нормально. Ну и на встрече со студентами я тоже это подчеркивал, еще раз об этом говорю, что главное политическое мероприятие этого года – это выборы. И не только студенты, а вообще молодые, особенно студенты в том числе, конечно, должны для себя определиться, они граждане страны, республики или кто. Или же, как обычно говорят, там в простонародье спиногрызы, которые сидят на спине у родителей. Поэтому мы тоже этот вопрос обсуждали. Я тоже сказал, что каждый студент для себя должен понимать, что он вырос, выскочил, как говорят обычно, из коротких штанишек, стал уже взрослым, и у него есть свое законное конституционное право
в том числе и в религиозном отношении, право идти на выборы, голосовать. За кого — это уже дело каждого. Но каждый студент, в частности, если мы говорим про студентов, а так в целом про молодых ребят, каждый должен найти время в этот день, проголосовать. И тогда чувствует себя гражданином страны, республики, имеет полное право. Понятно, что даже если не пошел голосовать, все равно имеет человек по Конституции право, но моральное право иметь или же проблемы озвучивать и требовать их решения, или же, наоборот, радоваться позитивным изменениям, понимая, что ты лично участвовал в выборах президента страны. Это важное политическое мероприятие, и я уверен, что молодежь прислушается, и коллективами 18 марта этого года пойдут голосовать. Касательно выборов, в прошедшую пятницу под вашим председательством состоялось заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба, на котором обсуждался ряд значимых вопросов, в частности, подготовка и обеспечение безопасности при проведении выборов 2018 года. Хотелось бы узнать, какие решения приняты по итогам этой встречи. Решения протокольно они уже есть. В принципе, по выборам у нас нет беспокойства. Есть плановая подготовка к выборам, в том числе и основная проблема была неготовность пока металлодетекторов. Но это процесс. Они апробируются, изучаются, устраняются недостатки, ремонтируются. Я думаю, что в ближайшее время это все будет готово. То есть те текущие вопросы, которые были, мы их озвучили, у нас проблемных там вопросов не было совершенно. И все отчитали, все доложили, что к выборам будет готово. Мы до выборов еще проведем ряд мероприятий, в том числе показных, проверочных, поэтому здесь беспокойство не вызывает. Но мы еще одним вопросом там обсуждали обеспечение безопасности так называемых наших черемшатников, которые сейчас уже сезон черемши начался, и в горно-лесистой местности или внутри лесов, там и Янтари, и Алиюр, там и Нарки, за черемшой люди ходят. Если здесь в внутренних лесах у нас проблем не было, то в прошлом году 2 случая, когда люди заблудились в районе Галашек, там мужичей. Поэтому мы и определяли, чтобы каждый, кто идет за черемшой, отмечался, оставлял свои контакты, отмечался в сельском поселении. Для того, чтобы все-таки оперативно реагировать через линии спасения, МЧС и так далее, если вдруг человек в обозначенное время не вернется домой. Это тоже вопрос обсудили и нашли здесь понимание. И решение протокольное есть, будем контролировать, чтобы оно исполнялось. В ходе рабочей поездки в Москву вы встретились с гендиректором Фонда содействия реформированию ЖКХ Константином Цицыным. Хотелось бы узнать, вот, о чем говорилось на встрече. Мы участвуем уже во 2-м этапе завершения программы. Нам не хватает более 100 миллионов рублей для того, чтобы завершить окончательную очередь. У нас 30 домов, которые должны быть там уже к концу сентября этого года. Вместе 30 домов должно быть построено там 12 многоквартирных домов. Это более 1300 семей мы должны переселить в новые квартиры. Поэтому мы проговорили с Константином Георгиевичем возможность выделения дополнительных средств для республики, какие механизмы это использовать. Второй вопрос – это средства по капитальному ремонту тех домов, которые уже построены, которые раньше были построены еще с советского периода. У нас тоже ряд таких домов немного, но они есть. И еще одна программа, которая есть в фонде, это модернизация многоквартирных домов. То есть это создание условий, энергоэффективность дома и снижение почти на 20% коммунальных платежей за счет энергоэффективности. То есть снижение тарифов в этом доме по газу, по свету за счет утепления там, или других модернизирующих механизмов. Вот мы эти вопросы проговорили, нашли поддержку в этом плане, и дальше уже наши помощники в этом плане работают. Но здесь не было вопросов, люди обращаются там, в комментариях по частному жилью. Не было вопросов по частному, еще раз объясняю, что нет такой программы частного жилья, это все касается многоквартирных домов. Также в Москве вы встретились с постпредом Ингушетии Алиханом Тичоевым.
Вы заслушали доклад по итогам работы за 2017 и планы на 2018 год, в том числе и по ряду мероприятий, которые планируются. Расскажите немножко поподробнее. Нет там такого сверхъестественного, просто плановый отчет, доклад за прошлый год. Мы будем подводить итоги в ближайшее время за прошлый год, но предварительный отчет постпреда. Ну, я должен сказать, что с приходом Алихана Чучоева очень много изменилось. И отношение к постпредству, и доверие жителей, в том числе Москвы, Московской области, других регионов, и взаимодействие, которое налаживается, ну и авторитет самого постпредства, в том числе и в администрации президента, и в правительстве, и в других федеральных структурах. Поэтому я в целом доволен этой работой, а более подробно мы уже этот вопрос обсудим после подведения итогов работы постпредства за 2017 год. Возвращаясь к вашей поездке в Ульяновск, в скором времени в Ингушетии планируется открыть завод по производству японских шин автомобильных. Ну, мы так смело не будем пока заявлять. Мы разговаривали и с послом Японии, и с совладельцем Bridgestone шины. Очень хорошее предприятие в Ульяновской области построено. И из-за того, что у нас с губернатором очень теплые, хорошие отношения, мы этот контакт наладили. Я думаю, что мы к концу февраля, или в феврале, по крайней мере, встретимся с послом Японии в Москве, с представителями этих компаний. И не только шины, там какие-то предприятия. Почему? Потому что Ингушетия сегодня находится в центре Кавказа. Транспортная логистика очень хорошая для всех, и нам надо эту возможность использовать. И если у нас получится, у нас есть желание, мы представим наш инвестпортфель в посольстве Японии, так планируем. И если получится, мы хотим, конечно, хоть одно предприятие японское к нам затащить. На этой неделе вы также приняли участие в первом заседании Народного собрания Ингушетии. Какие задачи стоят перед парламентариями сегодня и на какие направления будет сделан акцент? Ну, первая главная задача – это продолжение законотворчества, контроль выполнения закона. Я уже об этом говорил тоже, что наша задача не просто там законы, но и контролировать, как они качественно выполняются. И это продолжение. А вот сейчас самая главная задача, конечно, это качественный подход к подготовке и проведению выборов президента Российской Федерации. Почему? Потому что депутаты, они не сами по себе, а это представители всех политических партий, которые сегодня в том числе выставляют кандидатуры на должность президента Российской Федерации. И от работы и руководителей политических партий, самих депутатов, тоже очень много зависит как по явке, так и по организации проведения выборов. Вот это там главная задача для парламентариев. Ну и, конечно, еще одна задача – это постоянно быть людьми, быть узнаваемыми в хороших делах. И чтобы мы там, проводя соцопросы, видели депутатов, которые узнаваемы среди населения, среди народа. Я уверен, что и председатель парламента, и вся его команда эти задачи достойно выполняют. И то же самое могу сказать смело, что с учетом предыдущих созывов, ну вот этот созыв, он более такой. И те работали, нельзя сказать, что никто не работал, все работали, но этот более такой активный. И по количеству законов принятых, и по анализу, и по пересмотру некоторых законов, которые не отвечают требованиям, ну и по активности среди населения. Вот в этом плане, конечно. Ну и хорошо, мне понравилась такая новая методика, когда девочки из гимназии пели гимн, ну, так, как школьницы, гимн живую там и России, и Ингушетии. То есть как бы вот красиво все получилось. Вернувшись с нашей делегацией из Сирии, ваш советник-помощник Луай Юсуф доложил вам о проведении по вашему же поручению масштабной торжественной очередной акции помощи детям-сиротам Сирийской Республики. Также вы обсуждали с ним поездку нашей делегации в Катар по приглашению эмира Катара. Расскажите, вот, с чем связан этот визит? Ну, Луай доложил о том, что задача по раздаче гуманитарной помощи выполнена. Он сам лично участвовал, в том числе и с представителями батальона военной политики. У военнослужащих для родителей, говорю, все нормально, и беспокоиться не надо, они выполняют свои задачи.
И по отзывам командования, и по отзывам местных жителей. Они молодцы, достойно выполняют задачи, которые перед ними стоят. Ну а гуманитарная помощь, конечно, люди довольны, рады, благодарят нас всех, наших жителей за такую помощь. И обсудили в дальнейшем вопросы, что можно адресно, чем можно помочь жителям, в том числе Сирии, особенно детям или школьникам. Но опять же повторюсь, что обязательно появится какой-то, который скажет, что у нас самих нуждающихся много. Ну, уж точно каждому есть в республике, когда помощь, гуманитарные фонды и так далее, возможности там уж точно с голоду не умереть, поэтому максимально всем будем помогать. А там другая страница, другая история, и мы через это, к сожалению, тоже проходили. Нам тоже было приятно, когда нам из Татарстана, из Казахстана или откуда-то там помощь поступала. Мы до сих пор об этом помним. И благодарны и Казахстану, Татарстану, и другим регионам, которые нам помощь поставляли. Поездка в Катар, государство Катар. У нас в прошлом году эмир Катара меня пригласил на официальной встрече у президента страны Владимира Путина. И вот график уже определен. В феврале мы будем с делегацией. В этом году Дни культуры России в Катаре, государство Катар. И в рамках этого мероприятия туда же летят наши артисты, наш госансамбль. Мы там тоже проведем Дни культуры Республики Ингушетии. Ну, планируем и выступить, и встретиться с эмиром по его позволению и по его графику, встретиться с кабинетом министров, обсудить вопросы. В том числе один из вопросов, как мы уже говорили, это финансовая помощь по завершению строительства духовного центра мусульман, который мы строим в Магасе. То есть комплекс мероприятий, которые мы будем обсуждать на уровне государства Катара, руководства Катара. В том числе пригласим к нам руководителей. Ну и ряд вопросов, которые будут связаны в том числе с инвестиционной привлекательностью нашей республики. Хотелось бы затронуть тему прокурорской проверки в отношении руководителя строительной компании, занимавшейся строительством швейной фабрики в Али-Юрте по факту хищения средств на сумму 120 миллионов рублей. Как вы прокомментируете? Мы обратились, в том числе и в прокуратуру, и в Следственный комитет, и другие органы правопорядка по проверке ряда предприятий. Швейной фабрики, колледж энергетический, как мы его называем, там, Ачулукский, светодиодный завод и ряд других предприятий. Почему? Потому что, например, по швейной фабрике тот подрядчик, который должен был поставить оборудование, не допоставил оборудование на какую-то сумму. Обещает, ну, скажем, хотя фабрика сама работает. По светодиодной фабрике, заводу, там форс-мажорные обстоятельства, когда с учетом санкций одна компания отказалась, другая там еще не согласилась. Но самое главное, что деньги не потеряны. А по колледжу там тоже на 20 чем-то миллионов, когда оборудование недопоставлено. Тоже с каждым днем все ходит, там люди обещают там, допоставить оборудование. То есть в этом вопросе. Это технические вещи, которые там тоже по колледжу, насколько я помню, это тоже санкционные вещи. То есть не только мы, а многие регионы попадают в вот этот санкционный период. А насчет там 120 миллионов там, или там сколько миллионов по швейной фабрике, это уже дальше будет известно, какая сумма и в каких пределах там. Пока там сумма идет там, не 120, а порядка 40 миллионов рублей по оборудованию. Но опять же, подчеркиваю, ничего здесь нет резонансного или какого-то другого, никто ничего не скрывает, это наоборот наши обращения, наши просьбы для того, чтобы и этот вопрос обсуждается, эти вопросы обсуждаются, в том числе и на заседании Совета Безопасности. И дальше эти проверки будут. Даже посмотреть должны мы в рамках борьбы с коррупцией очень много привлекаем и к уголовной ответственности, и к административной ответственности чиновников, которые допускают вот такие провалы или нарушения. И дальше работа будет проводиться, и мы будем освещать события, которые происходят там, на любой стройке там, или на любом предприятии, там, где используются бюджетные и небюджетные источники.
Происшествие в Назране, при котором произошло возгорание Центра правозащитной организации «Мемориал». Хотелось бы узнать, как на сегодняшний день идет следствие и куда ведет след. Разные есть версии, каждый пытается раньше времени уже превратиться в ясновидящего, уже назвать даже фамилию, кто это сделал. Опять же, подчеркиваю, даже если бы я знал бы, я не могу ничего говорить по закону, пока следствие не скажет. Ну, для этого есть полномочия следственные. А назвать людей преступниками или нет, то же самое определяет суд. Доказано, виновность не доказана. Поэтому скажу главное, что это дело на контроле не только у нас, а на контроле у центральных аппаратов, куда обратились правозащитники, на контроле наших силовых структур, руководителей. И, конечно, максимально будем работать над тем, чтобы... Мне самому интересно выявить, кто это сделал, потому что сам факт поджога уже известен, но видно. Есть там разные версии, я не буду впереди паровоза бежать, но уж точно я надеюсь, что мы найдем тех, кто это сделал. А там дальше уже будем освещать, показывать, на каком основании люди вообще там это все сделали, почему заказывают это сделали. Кандидат в президенты России Ксения Собчак посетила Ингушетию в субботу. Как известно, ее посещение бурно обсуждается в соцсетях, в том числе и темы пригородного района. Как вы прокомментируете? Ну, любой кандидат в президенты, зарегистрированный в Центральной избирательной комиссии, имеет право ездить по регионам. Да и не только кандидат, любой гражданин страны там, может иметь право ездить, там, обсуждать, обещать там, ну, своих людей. Там. Поэтому я думаю, что у Ксении Анатольевны тоже есть свои поклонники, как ни странно или странно, там, ну, в республике. Я, честно говоря, даже не знаю, там, кто встречал или кто ее сопровождал. Ну, это тоже, наверное, есть какая-то такой моменты политической, в том числе, и игры, я так думаю. Почему? Потому что у Ксении Анатольевны, наверное, есть эти средства, выделены для того, чтобы участвовать в выборных акциях. Кто-то может эту площадку использовать для того, чтобы дополнительно заработать какие-то деньги. Ну, опять же, каждый кандидат в президенты или там в депутаты, или там в администрации, выборные вещи, именно в этот период идет, там, если смотреть, там, какие обещалки, то есть первые хотелки людей и обещалки тех, кто там выдвигается, то, конечно, там космические вещи, да, и если Ксения Анатольевна там обещала нашим что-то такое, я не думаю, что она обещала решить вопрос пригородного района. И если кто-то на встрече с ней об этом говорил, я думаю, ну, это не совсем корректно уже с Ксенией Анатольевной обсуждать вопросы пригородного района, надеясь на какое-то там космическое чудо или еще чего-то. Кстати, Ксения Анатольевна мне писала письмо, я просто дома не был. Если был бы дома, может, я тоже с ней встретился бы, это ничего такого нет, зазорного или плохого, это нормальное явление. Потому что каждому кандидату в президенты, который баллотируется, который зарегистрировал ЦИК России, надо относиться с уважением. Не как там личности, если там не хочешь как личность, а как к кандидату в президенты, который там прошел проверочное мероприятие и зарегистрирован в Центральной избирательной комиссии. То есть это уважение к закону, это уважение к Центральной избирательной комиссии, то есть это уважение к самой выборной системе страны и конституции страны. Поэтому в этом ничего совершенно плохого нет. А то, что приняли, участвовали, или кто-то там послушал обещалки, там еще что-то, ну, хорошо, если благодаря этому визиту Ксения Анатольевна уже узнала там Ингушетию и где-то побывала, ну, тоже ничего плохого. Инузбек Бамангереевич, спасибо за то, что предельно ясно ответили на все наши вопросы. Уважаемые телезрители, на этом мы завершаем интервью с главой Республики Ингушетия Инузбеком Бамангереевичем Евкуровым. Всего доброго. Рахмат, я салмасын, салмаш ал, албарца, молда, я беркатываю.